Ковроделие у гагаузов является одним из направлений народного промысла, отображающего своеобразность и самобытность данного этноса. И в старину, и в недавнем прошлом домотканные ковры всегда были желанным украшением убранства жилых помещений в гагаузских семьях. Возможно, еще и потому, что этот народ испокон веков занимался овцеводством, поэтому люди получали дешевое сырье из овечьей шерсти. К тому же станок для ковроткачества имелся в каждой семье. Почти в каждом доме у нас стояли такие станки. И вот мы в музее сохранили, подобрали такой вот станок, деревянный именно, который был в каждом доме почти. За этим станком работали женщины, девушки, а подчас и мальчики, подростки, потому что не хватало рук. И все в семье занимались изделием ковроткачества, то есть занимались изготовлением ковров. Все и бабушки, и дедушки были задействованы в дело. Кто чем занимался? Работы хватало для всей семьи. Конечно же, ценились те ковры, которые имели наиболее оригинальный рисунок. Этим талантом обладали не все мастерицы. Некоторые из них ткали персонажей из народных сказок и другого эпоса. Другие изображали девушек в национальных костюмах. В настоящее время орнаментом ковров служат цветы, картины природы и рисунки на заказ. Бабушки отображали жизнь наших гагаузских девушек, прямо девушки в гагаузских национальных костюмах. Наши родители нас обучали, и мы помним уже, что производилось в наши дни. Уже больше розы были, орнамент был тоже природы. А сюда мы уже в 21 веке тоже, как начали возрождать традицию ковроткачества, тут нам уже заказчик диктует свое желание. Мы достали такие ковры, были у родственников, пожилых людей, что там и были лебеди были, журавли были, да, и как девочка с букетом. А мы уже с ковровой еще и дома ткали, только розы были. Сейчас стараемся на храм села первый год ткали церковь. Потом у нас открылась часовня в этом году, соткали часовню. Колодец есть по ту сторону Чадурлунги. Раньше это было необходимостью, потому что за счет ткания ковров люди продавали эти ковры, меняли на что-то. Ковры были необходимым атрибутом в каждом доме. Конечно, результат качества ковров во многом зависел от цветов ниток. Изготовлением шерстяных ниток могли заниматься все женщины в семье, даже девочки, но их покраску выполняли женщины более старшего поколения, так как здесь уже необходим был некий опыт и имелся небольшой секрет, который передавался из поколения в поколение и не раскрывался для всех. О процессе работы по изготовлению ниток рассказывает директор музея села Гайдары. Они пряли нитку, потом ее красили. Только в нашем селе, между прочим, красили нитки очень качественно. Естественно, реагенты для этого использовали народные, чтобы краска не линяла и сохранялась на долгие года. Национальный такой штрих добавляли в краску. Это или туршусую, вода из-под кислого, или кислый борщ, чтобы оно не линяло. Село Гайдары, где побывала наша съемочная группа, давно славится своими коврами. В настоящее время там задействован целый цех по изготовлению ковров. Работа по ковроткачеству поставлена в селе на профессиональный уровень, оборудована современными станками, опытными мастерами, ковры которых имеют еще больший спрос, особенно у зарубежных гостей, что посещают это село. Здесь стали ежегодно проводить фестивали ковров, где каждый желающий может приобрести для своего дома понравившиеся ему изделия ковроткачества.